Сергей Галшин, Низбек Бамакевич. На сегодняшний день очень актуальный вопрос по борьбе с коррупцией. Хотелось бы знать, как решается эта проблема на сегодняшний день. И касаемо коррупции, у меня вопрос, личный вопрос к вам. Является коррупцией заставлять детей собирать на нужды школы деньги? Баркал. Детей. Да. Ну, во-первых, борьба с коррупцией – это явление такое не сегодня, не вчера, не завтра. Это было всегда. И, конечно, мы с этим явлением боремся. Я не буду говорить, там, что было в прежние годы. Ну уж точно, сегодня это место имеет быть в республике. И иногда даже, когда мы кого-то назначаем на должность, почему я и определял там в режиме онлайн конкурсы этих директоров школ, аттестацию после того, как взяли на работу и как взяли на работу, проверить родственные там вещи. Плюс, если помните, мы довольно много родственников, так называемых, увольняли с работы, которые совершенно не соответствовали занимаемым должностям. Вот в том, что вот то, что обращение сейчас это женщины. Какая у нас сейчас идет борьба в аптеке, и на замену руководитель поставлен. Почему? Потому что я не говорю, что сам руководитель виноват, но уж то, что внутри там целая клака вот этих там взяток, чтобы больше инвалидов плодить. Но при этом те, кто нуждается именно в инвалидности, получении пенсии, в общем, им этого не дают, даже без рук, без ног, там, пытаются все-таки заставить платить взятки. И это тоже имеет место. Но это не повально, это не масштабно, но это явление есть у нас. В том числе и на различных там тендерах там, и так далее. У нас много возбужденных уголовных дел, у нас много уволенных чиновников, посаженных, там, в том числе тот же пенсионный фонд, если вы помните, и сертификаты по МЧС, и другие. Это мы поднимали все эти дела. Это как раз и является темой борьбы с коррупцией. Потом будем здесь продолжать в этом плане. Насчет школы, ну, знаете, здесь я не думаю, что это коррупция, если это не связано с директором напрямую. Во всем мире, не только у нас, во всем мире практикуется, когда родительский комитет принимает определенное решение. Есть тот набор, который есть в школе. Например, родители хотят поставить кулер, стаканчик одноразовый, ну, чтобы дети, когда хотят, пили бы воду, да? Но при этом они освобождают себя от того, чтобы каждый день бутылочку воды давать этому ребенку. То есть родители приходят к этому мнению, считают, что это дешевле им обойдется. Кулер поставить и скидывать там по 5 копеек на эту воду, да, чтобы там бутылек поставить. Это решение родительского комитета или коллектива родителей вот этой непосредственного класса. Родители хотят, там, учитель там, это имеет право, ничего здесь плохого нет, тоже говорит, вот было бы неплохо экран повесить, чтобы я там мультики или что-то там показывал детям, для их же детей. Если родители кинулись и купили телевизор, то пожалуйста. Но это, конечно, должно быть все согласовано. Любой педагог должен согласовывать с директором школы. А сам родительский комитет школы должен тоже выслушивать эти проблемы директора. Если для решения каких-то локальных задач в пользу, в интересы детей не выделяются бюджетные средства, их нет в бюджете, то почему нет? Пускай родители скидываются и помогают. Надо смотреть, соизмерять. Но если деньги собираются на день рождения, на дорогие цветы, на дорогие подарки, конечно, это коррупция, даже если это родительский комитет определяет. Я тоже такие факты знаю, слышал, когда родительский комитет там собирает деньги на день рождения директора. Конечно, ни один директор этого не должен допускать. И вообще все, что делает родительский комитет, это делается для школы в интересах детей. В интересах детей. Для наращивания существующей учебно-материальной базы или же для того, чтобы дополнить тем, чего нет в этой школе. И что там не положено, например, там в рамках бюджетирования. Сейчас свой вопрос хочет задать. Но опять же здесь подчеркну, что это не обязаловка, и каждый родитель имеет право ничего не давать. То есть он может не согласиться с этим, и это его полное право. За это ребенка не отчисляют, за это ребенка двойки не ставят, за это ребенка не наказывают, тем более родителей. Это право любого, добровольная тема.